Эти пока еще маленькие саженцы березы через несколько лет смогут укрыть в своей тени посетителей парка. Небольшой участок при въезде в город уже приобретает законченный облик. Работа здесь кипит в любую погоду. Сейчас выравнивают основания под асфальт. На данном этапе мы делаем обратную засыпку, и в последующем уже будет асфальтирование производиться. И установка фонтанов. Данным проектом предусмотрено, общая протяженность аллеи составляет 270 метров. Из них 20 скамеек, сидячих мест. И в данном проекте предусмотрено 2 фонтана. Словом, эта аллея должна стать одним из самых красивых уголков Сунжа. Перед началом работ строители расчистили прилегающую территорию и перенесли все коммуникации, чтобы в ходе дальнейших работ не опасаться, что какие-то провода или трубы будут повреждены. На сегодняшний день работы по аллее выполнены наполовину. Здесь, когда мы начали работать, здесь проходило где-то 3 линии электропередач. Как вы видите, сейчас это одна линия и натянутые сиповские провода. Здесь проходил газопровод. Его тоже мы перенесли аккуратно, его с забора пустили. Сама идея разбить аллею у местных властей появилась сразу после присвоения Сунжи статуса города. Открытие сквера планируют приурочить к 25-летию региона. Проект включает в себя лишь 300 метров, а в будущем парк значительно расширят. Около 2 километров будет этот сквер. Мы с расчетом, что вот за лицеем там большой участок земли, там все будет застраиваться многоквартирными домами. Здесь как бы 2 плюса у нас. Это въезд в город мы украсим. И плюс в дальнейшем людям, проживающим в квартирных домах, будет место, где выйти с детьми, прогуляться, на роликах покататься. Весь проект реализуется с привлечением небюджетных средств. При этом власти города хотят создать место, где жители смогли бы не только отдохнуть, но и не забывали о традициях ингушского народа. Этот канал у нас полностью будет отремонтирован. В дальнейшем, в 2017 году у нас, можно сказать, где-то начата уже работа по ремонту общего пруда. Полностью все у нас будет, там вода сливаться, грунты сниматься, новые грунты там накладываться. Будут место специально отведенные пляжные места для купания детей, как женской половине, так и мужской. Ну и ингушский дворик там будет, где люди смогут там питаться, и летние кафе. Новые дороги, водопровод, а теперь и сквер. Горожане таким позитивным переменам не нарадуются. Больше всех открытия парка ждет коллектив Сунжинского лицея, ведь он разбит прямо перед их местом работы. Облик города меняется в лучшую сторону, мы это видим. Вот смотрите, идут эти работы. Мы, наверное, лет 5 назад об этом даже и не мечтали. Поэтому нам очень радостно, и мы рады, что так вот эта задумка есть. Впрочем, ждать осталось совсем недолго. Со дня на день тут установят фонтаны, фонари, расставят скамейки и высадят все цветы на клумбах. Передаю Мержоева, Рахман Суров, Новости 24.